Дорогие друзья, сегодня мы находимся в творческой студии Саин и будем заниматься гипсом. Друзья, это очень интересный материал, который поможет изготовить, собственно говоря, любую композицию новогоднюю, какую-то вещицу интересную, не только связанную с Новым годом. Вообще, если у вас есть желание заняться вот этим вот материалом, поможет нам разобраться вот с этим делом, как работать с гипсом, какие поделки можно изготовить из этого материала. Поможет нам хозяйка студии Саин Нургуяна Судакова. Нургуяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что? Итак, мы сегодня с вами сделаем декоративные изделия из гипса. Вот такую новогоднюю машинку, такую трендовую, подсвечницу, домик и такую корсюльку-шкатулку. Все такое очень милое, красивое. Да. И можно при желании это все раскрасить. Да, можно раскрасить. Кстати, вот такой набор у нас есть. Специально такой акриловыми красками. Если успеем, можем раскрасить. То есть, в общем-то, это вы уже приготовили для детишек, которым можно подарить, да? Вместо конфет получается для развития, для того, чтобы ребенок занимался. Да, прям отличный подарок, я думаю. Да, мне тоже кажется, что это прекрасная альтернатива вот этим сладостям, которые, сладкие подарки уже, кажется, должны как-то уйти в прошлое. Мне так кажется. Да. Итак, давайте начнем, да? Ну, давайте. Для того, чтобы сделать вот такое изделие, нам нужна вода. Вода должна быть чистая и гипс. Гипс скульптурный 16Г. Медицинский не подходит. Итак, я уже заранее приготовила, сделала. У нас тут есть весы кухонные. Взвесила воду. Вода у нас весит где-то 300 миллилитров. А гипс весит 400. Это получается вода 45% консистенции и гипс 55%. Итак, давайте начнем уже подготовить смесь нашу. Нам нужен еще молд. Вот это наша машинка. Давайте мы сделаем нашу елочку золотую. Ну, давайте. Попробуем? Возьмем поталь. Золотой поталь у нас прям очень популярный. Мы везде используем поталь. Возьмите поталь. Так, что я должна сделать? Кусочек берем. Вот отсюда возьмите. Так. А тут у нас есть, смотрите, внутри елочка, внутри засовываем. И прям вот, прям вот просто кладу вот как-то там. Так. Так, давайте посмотрим. Нормально? Ага, нормально. То есть как-то утрамбовать нужно, вот посмотрите, вот так. И получается у нас елочка будет уже золотая. Возьмите воду. Так, водичку. Нет. Водичку мы сначала готовим смесь. Понятно. Так. Итак, надо сыпать гипс в воду вот так. Давайте. Попробуйте. Так, примерно какой консистенции должна... Весь гипс вот этот весь гипс, да, прям уже весь, заранее уже подготовленный. Весь гипс мы... Еще раз напомним, это какая процентовка? 45-55. Гипса больше, 55, чуть-чуть больше. В общем, весь гипс нужно переместить в водичку. Потом, я так полагаю, мы все это размешаем, да? Это нужно делать быстро, чтобы он не застыл, потому что я так понимаю, что гипс, он застывает очень быстро. Да, гипс имеет свойство быстро застывать, поэтому мы быстренько сейчас будем перемешивать. И не должно быть комочков, одна масса должна быть. Такая однородная масса. Так, все сыпем до конца. Так, И, наверное... кстати, емкость должна быть вот такая, гибкая. Подходит одноразовая посуда. Стаканчики, да, одноразовые. И вместо ложки можно даже взять венчик. Так, мы прям вот размешиваем. Да, размешиваем. Снизу прям однородная масса должна быть. Знаете, вот как, даже не знаю как, крахмал, наверное, вот так вот, если готовите, девушки уважаемые. Вот. Это вот такая вот какая-то консистенция получается. Да. Это не как сметана, это вот такое. Напоминает прям тесто жидкое. Да, чуть-чуть. Потому что у блинов все-таки тесто, оно такое
более такое тягучее, да, а здесь все-таки, ну, я даже не могу сказать. Знаете, ну просто водичка такая вот, ну, смешанная. Ой, у вас стаканчик порвался. Стаканчик. Ой. Вот так вот. Ничего Ну страшного. ничего. Перемешиваем хорошенько. Снизу перемешиваем. Как венчиком. Мгм. И потом берем наш молд, формочку. Мгм. Так, вот она. Молд вот. Это И вы сюда заливаете? Сюда Я заливаю, да? Да, Мгм. заливаете. Вот я, в общем, комочков нет. Хорошенечко я все размешала. Это все вот буквально, оказывается, это очень все быстро делается. Хорошо размешивается. Я думала, тут придется как муку там как-то вот комочки разбивать. Нет, все прекрасно растворилось. И прям такой легкий Однородный. мастер-класс подходит для девичника, для дня рождения. Мгм. Сейчас вот тренд, да, какой-то стал. Гости приходят и уходят с подарками. Мгм. Которые сами Да, которые изготовили. сами делают. Будет напоминать об этом дне. Мгм. Конечно, это здорово. Мне кажется, самое прекрасное это вот в наши дни это такие приятные, хорошие эмоции, какие-то воспоминания. Мгм. Вот ложечку сюда Ага. кладу, да? Так, ставлю Заливаю. и заливаю. И вот Заливаю до прям краев Да. или как? И когда заливаем, мы постукиваем, потому что Так. там может быть воздух. Мгм. До какой поры, до Ага, какого заливаем. уровня? Прям до заливать? краю, да. А, прям до краев? Мгм. Посмотрите-ка, друзья, все прекрасно заливается. Вот. Еще Хватит? чуть-чуть, да. Еще чуть-чуть. Еще? Давайте еще. Вот. Все, достаточно, да? Вот. И у нас это машинка, да, у нас? Это машинка у нас. М. Ага, Ой, и прям. постукиваем. Так, прям вот. Давайте еще мы зальем наш домик. Мгм, давайте. И тоже нужно постукивать, да? Постукиваем. Потому что там может быть дырочка, Мгм. поэтому хорошенько стучим. Лишний воздух должен выйти. Мгм. Смотрите, Вот. она уже стала густая. Да, Да. прям видно, знаете, что вот видно, что пузыречки, которые были, они Постукиваем. пошли наверх. Так. Прям быстренько надо делать. Мгм. Иначе вся эта конструкция, она быстро застывает, друзья, оказывается, поэтому вот до краев залили формочки, формочки силиконовые. Можно наверняка использовать вот формочки для кулинарных. Да. Шедевров, Они очень да? подходят, да. Мгм. Для печенья, которые вот эти. Мгм. Ага. А так, в общем-то, наверное, специально, да, это же отрасль Да, такая. специально продается в интернет-магазинах. Именно Можно- для таких изделий. Но можно использовать кулинарные. Мгм. А потом эти кулинарные можно использовать уже по назначению именно для кулинарии? Да, потому что гипс, он экологичный, он не М. токсичный, можно, Мгм. конечно, да. То есть Ага. все убрали, Да. помыли. И, кстати, можно вот эти же продаются форма печенья всяких, Мгм, это мгм. елочка. Можно вот эти сделать и дать детям тоже раскрашивать. Мгм, Отлично. мгм. Для этого. А со скольки лет примерно дети могут заняться этим творчеством? Да, буквально с 3, с 4. Мгм. Да. То есть тут ничего такого прям, ну, конечно, надо под присмотром, да, если маленькие Да, дети. конечно. ага. Не дай бог они там Да. хлебнут этот раствор. Я даже не знаю, что тогда предпринимать в таком случае. Вызывать скорую, Итак, наверное, да? сейчас Так. уже мы не трогаем. Мгм. Сейчас уже идет реакция, она будет уже теплая потом. А посмотрите, вот здесь наверху остались маленькие Ничего страшного. пузыречки, ничего страшного, Наших да? будет. Мгм, Конце хорошо. наших будет. Все, Да, все. И ждем Постучали. 40 минут. 40 минут Да. ожидаем. Вот, мы залили, это у нас домик, а это у нас машинка. Машинка, а это у нас шкатулочка. Все, собственно говоря, Ждем. ждем. Еще раз, значит, гипс, где вы его покупаете? Гипс я заказываю в Так. интернет-магазине, молд тоже там же заказываю. И получается, гипс, вот эти килограммные, они продаются в творческих магазинах. Мгм, Они буквально недорого стоят. мгм. Прямо за 250 можно купить килограмм и сделать вот такие красивые штучки.
Это здорово. Да. И то есть всегда процентовка должна быть 55% гипса и 45% воды. Да. Использовать можно весы. Да, кухонные весы Кухонные. обязательно нужны, потому что если мы добавим мало гипса, тогда у нас не получится. Поэтому обязательно нужен кухонные Да, весы. и обязательно нужно соблюдать вот эту вот процентовку, да? Да. Именно, ага. В какое время вы увлеклись этим занятием интересным? Я начала вот весной, получается. Я вообще очень многое умею делать. Вы рукодельница? Я рукодельница, люблю своими руками все вот это делать. И гипс, он очень такой простой, да? И результат прям такой отличный. И поэтому мне очень нравится. И вот гостям тоже нравится, прям не надо трудиться. Потом, когда мы будем открывать, вот это прям чувство, как будто подарок открываешь, да. Прям классное чувство приходит, да. То есть, смотрите, можно оперативно, буквально за вечер, приготовить массу интересных вещиц, да, с детьми, допустим, Да. или там с друзьями, провести посиделки какие-то, ну, такие полезные, приятные, и потом и раскрасить. Да. А раскрашивать можно какими красками? Раскрашивать можно акриловыми красками. Давайте я вам покажу. Я вот специально заказала вот такие тюбики и залила, небольшие. да, и залила вот такими красками. Акриловые краски. И, кстати, я хотела сказать, вот сейчас мы будем доставать, да, и они будут влажными. Потрогайте, я вот вчера делала, они будут влажными, Они еще и влажненькие. Влажненькие, тяжеленькие. Да. Да. Потом через 3-4 дня они будут белее и чуть полегче. Влага, вот это все уйдет. Все уйдет. Да. После того, как оно уйдет, мы должны покрыть лаком, художественным лаком. Тоже продается в этих канцелярских магазинах. Буквально 150-200 рублей стоит. Если мы покроем, тогда она будет как фарфоровая. Какая красота. Да. Скажите, а вот это подсвечник у нас, да? Это подсвечница. Но новогодние, если игрушки делать, то они, наверное, все-таки должны быть поменьше, да? Да. Потому что, чтобы елочку, ну, смотря какая елка, конечно, но чтобы не перегружать, значит, изделия из гипса, они должны быть легкими. Ну, в смысле, поменьше, да? Да. Поскольку гипс все-таки имеет Специально вес. продаются такие формочки маленькие, да, с дырочкой, и заливают, опять же, крашивают и украшают елочку. А еще вот скажите, вы сказали в самом начале программы нашей, что медицинский гипс не подходит для этих дел. Да. А вы пробовали? Я не пробовала. Получается, ко мне приходила Врач. да, медработник. Который имеет Да. отношение к гипсу, да? То есть травматолог. Да, травматолог вот приходила, и она рассказывала, что прям очень отличается. Она Очень пробовала. отлично. Да, она прям жесткая сказала, что медицинский гипс. И вот это у нас такой скульптурный, нежный, да, такой, смотрите, красивый цвет молочный. Ага. И я, кстати, не пробовала. Надо бы попробовать, а вдруг подходит. Вот. Да. Но имеется в виду по доступности, то есть как бы, ну, в цене я не знаю, сколько стоит гипс, да, ну, а по доступности, ну, все-таки, допустим, если мы заказываем в интернете, тем более если сейчас, учитывая, как работает наша Почта России, в таком загруженном темпе сейчас, да, ну и в целом, как бы, что она такая у нас немножко такая нерасторопная в любое другое время. Поэтому, конечно, всем хочется побыстрее как-то обзавестись этим материалом. Да. Но я думаю, что, ну, мне вот даже тоже интересно. Я попробую, наверное, гипс Да, кстати, попробуйте, он прям приобрести такой, в аптеке. И... Не в аптеке, А там где? медицинский продается, в Да. творческих магазинах. И Да. в творческом магазине каком-нибудь Да. приобрести вот гипс специально для таких вот поделок. Может, там продаются такие молды, дракончики. Кстати, можете купить вот этот молд дракончик, гипс и коллегам сделать новогодний подарок. Отличная идея. То есть, допустим, прекрасно, да. Молд — это имеется в виду фигурка. Да, вот такие Фигурка фигурки. из силикона. Да, Они да, все да. силиконовые? Силиконовые. А можно использовать, допустим, что-то подручные какие-то материалы? Ну, например, Подручные. не силиконовое, а что-то, допустим,
ну, я не знаю, какая-то емкость стеклянная. Там, Нет, допустим. потому что она должна быть гибкая. Смотрите, она же мягкая прям, да? Прям достается. Иногда бывают такие формочки тяжело достать, поэтому приходится прям Вырезать, да. Да, Так поэтому что, друзья, вот специально. такие вот ну, как бы хитрости и такие моменты нужно учитывать, чтобы ваш гипс, ваша поделка потом легко могла, ну, как бы вынуть ее, да? Да. Через какое время нужно уже вынимать из вот этого мода? Через 40 минут. Смотрите, она уже прям Уже такая, застывает. да, уже застывает, потом пойдет реакция. Она будет прям как горячий хлеб, теплая, потом да? остынет. После того, как он остынет, мы достанем. То есть сейчас идет вот реакция именно застывания. А почему она нагревается? Это Ну, такая вот эта реакция смесь. вместе водой и гипсом перемешивается, и такая реакция идет. Ну, не каких-то там таких вот Веществ не веществ выходит. не Нет. выходит? Нет, не выходит, да. То есть, допустим, астматик человек или ребенок. там Кстати, маленький. да, надо надеть маску, потому что мы когда Если вот, да, заливаем, человек, тут да, с астмой, пыль просто выходит, поэтому, да, кстати, маска нужна. Ну и если вы занимаетесь с маленькими детьми от 3 лет, то есть все равно нужен очень такой вот, ну, скажем так, прям вот чуткое руководство ваше Да. должно быть, да? Потому что, ну, сами понимаете, это все-таки химия, и маленькие дети, ну, они непредсказуемы, то есть они могут и попробовать, Да. так сказать, на вкус это дело. То есть нужно всегда объяснять, для чего, как и зачем. Ну что, замечательно, это здорово. Значит, вы увлеклись этим гипсом совсем недавно. Совсем И недавно. вы определили, что вот плюсы просто вот, ну, во-первых, это простота, доступность, да, оперативность. А еще из материалов можете показать? Вот вы сказали, что вот здесь, вот мы сказали, что у нас здесь появились маленькие, ну, шероховатости какие-то. Вот чем вы эти шероховатости будете убирать? После того, как мы достанем из молда, мы это возьмем такие, да. обычная Да, продается, наждачная бумага. Она зерно тут, зерно В какое? магазинах продается. И просто берем и, например, вот Она такая нежная. шлифуем. Да. Зерно там, по-моему, ну как, Да, она мелкая. мелкое. Мелкая подходит. Прям вот так отшлифуем. То И есть все. руками. Да, руками. Не надо никакого какого-то станка, Да. приспособления. Все еще из какого-то. подручных. Смотрите, как здорово оказывается, да? Давайте мы еще попробуем. Тут И застывает Сделать. примерно сколько? застывает 40 минут. 40 минут. так. Но вы сказали, вот это вы заливали вчера, она немножечко еще влажновата, и еще должна она подсохнуть и Да, чуть стать светлее. белее Мгм. станет, да. Вот, то есть полное высыхание это примерно сколько? Полное высыхание 40 минут, час. Лучше подольше ждать, потому что иногда бывают такие сложные формочки, и когда раньше достаешь, она ломается. Поэтому лучше ждать дольше, лучше Да, час. подождать, да. да. Вот, но имейте в виду, вот вы уже из формы вытащили все, вы говорите, это вы вчера Да. заливали, да? То есть полное остывание, ну полная как бы, ну как сказать, готовность вот этого изделия будет примерно через сутки, 3-4 да? дня. Даже так, Да. через 3-4 Потому дня. что если потрогать, она влажная, и потом она будет такая, смотрите. Теплая такая. Нет, я уже вот это покрыла лаком. Смотрите, она уже какая глянцевая, да? Вот такая будет. Да, слушайте-ка, и на ощупь совсем как бы, Да. ну она такая тяжеленькая достаточно. И посмотрите, разница, конечно, ну очевидно, да, видите вот. Вот это вот у нас полуфабрикат еще, да? И вот эта фигурка, она уже все готова. Да, готова. Такая красивая ваза. Это у нас прямо очень такая трендовая. Да? Тоже такая формочка есть красивая. Да, очень красиво. А вот здесь вот можно взглянуть? Там Да, можно. внутри посмотрите. Кстати, гипс воду не любит, поэтому водичку не заливаем. Только для сухоцвета. Вот, посмотрите, вот здесь вот она форма до конца, да, как бы? До конца. Ну, вот на всю Подходит для вот этих кисточек. для макияжа, кисточек, да. Для То есть сухоцвета. можно придумать, ну, совершенно приспособить Да, вот эту вазочку под как угодно. любые ваши нужды, так Украсить скажем. любой интерьер, как Да, говорится, очень красиво.
классная вещь. Очень красиво. Мгм. Скажите, а вот эта гипсовая вещь, она может быть вообще разных размеров, да? Это Да. мы смотрим где-то сантиметров вот так вот 20, да, Мгм. максимально у вас. Это у нас получается прям огромный молд. Это М. обычно у нас такие, у нас очень много форм, кстати. Мгм. Ага, можно выбрать разные. И вот такие средние, а вот это большая получается у нас. Ну что, дорогие друзья, прошло 40 минут, и мы сейчас будем снимать, вынимать наш гипс, наши фигурки из вот этих вот силиконовых формочек. Здесь у нас, я напомню, это Машинка. машинка. Прям вот вынимаем, да? Вот Да, так? давайте. Ой, мне Я- кажется, как будто вот сломать можно. Да, можно даже сломать, но Мгм. мы сейчас Ну, не аккуратненько. сломаем. Мгм. Аккуратненько. Смотрите, какая красота. Ой, посмотрите, О, какая у нас красота. осталось вот это, Ага. оказывается, этот золото же было. Мгм. Внутри там, наверное, где-то лежит. А, вот она. Ладно, пусть В она общем, будет такая. Наша деталь золотая почему-то оказалась внизу. Ну ничего. В общем, посмотрите, как красиво у нас получилось. Машинка, наверху елочка. В общем, машинка спешит домой Мгм. с елочкой. Так, Вот. сейчас давайте Сейчас у наш, нас здесь подсвечник, да? домик. Домик. Прям чувствую, как будто открываешь подарок. Да. Ой, Вот. Ух ты, посмотрите, он такой тепленький, вообще такой классненький, такой домик вот. Вот. Посмотрите, внутри для свечки место как бы. Вот. А вот И это наша здесь у нас шкатулка. Шкатулочка очень, оказывается, посмотрите, какая красивая. Но это правда чудо, за 40 минут да. получается вот такая шикарная вещица. Очень, как бы, посмотрите, вообще классно, здорово. Вот это прям Просто, то да, как- чувство, да. когда, ну, вот, слушайте, ну просто вот такое вот рукотворное вроде как, да, но так быстро это все застыло за 40 минут. Но мы напомним, что само изделие будет еще высыхать 3 дня, где-то, Да. да, 3-4 Оно дня. сейчас влажное. Мгм. Влажное сейчас, лишняя влага будет уходить. Потом нужно будет немножко, кстати, уже сейчас Отшлифовать. надо подшлифовать или Сейчас, прямо сейчас? да, Мгм. чуть-чуть. Вот То есть, на- если, допустим, вот уже подсохнет, уже это сделать будет, ну, довольно трудно, да? Не-не, все равно Можно, надо, да, можно да? делать. Мгм. Ну, то есть вот здесь вот кругленькое Да. должно быть. Машинку, посмотрите, уже отшлифовать, ну, невозможно, наверное. Потому что, смотрите, какие детальки. И тут даже, по-моему, номер автомобиля как-то вот можно Как будто прочитать. заснеженный, да? Да, 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 да. Можно вот. даже вот так. А вот потом раскрашивать. можно раскрасить, да, эту машинку. Вот. Вот такими. Вот он набор, Мгм. посмотрите, подсвечник и машинка с Мгм. елочкой. Елку, конечно, зеленой можно сделать, Мгм. ну как-то оживить, Да. да, вот эту вот машинку. Она такая сейчас белая, ну скажем, вся как будто, ну как бы Заснеженные. заснеженная и как бы она не живая, как Да. бы, да. А чтобы какой-то вот цвет добавить, допустим, окошки как-то, да, допустим, осветлить, и машинку там, может быть, в другой цвет какой-то покрасить, Да-да-да. да? То есть это можно сделать прям вот, ну, очень легко и просто с помощью акриловых красок. Ну и шкатулка, кстати говоря, можно в ней потом хранить какие-то, Свои вещи. да, украшения какие-то или какую-то мелочь там для рукоделия. Да? Да. Нужно. И, кстати, можно разукрашивать золотом. Мгм. Лошадки можно. Мгм. Прям классно будет смотреться. Мгм. Покрасить можно. Мгм. И, ну и еще раз, Яна, вот вы сказали, что постепенно, посмотрите, вот эта фигурка у нас уже застывает, вот это второй день, Да, да, второй день. получается? Это вот, посмотрите, точно такая же фигурка, но по цвету они очень отличаются, да? Нет, это потому что у меня тут другой гипс. Чуть другой гипс, а это тут другой тут тоже, да. И еще потом, когда вот это все застынет, где-то через 4 дня, да, нужно будет покрыть лаком Да, лак. специальным. Мгм. А что это за лак? Художественный Художественный, Художественный лак продается в канцелярских магазинах. лак? Мгм. Тоже 2 слоя, 2-3 слоя можно покрыть, тогда она будет как глянцевый. Немножко будет с таким вот Да. блеском. Друзья, ну вот видите, с помощью вот этого
гипса, да, художественный гипс, с помощью скульптурной даже, да, водички можно творить вот такие вот вещи. Представляете, ну, это просто чудо.